Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Destruction Test, и я ее ведущий Александр Бубков. И сегодня у нас автомобиль довольно-таки популярный в России, да и в принципе и у нас тоже, но со своей изюминкой. Встречайте Infiniti FX35. Close your eyes and don't speak. Lay with my body. Play dead with me. AV, play dead. You play way too much. You gotta be brain dead. You think way too much. You drink way too much. Living life nearly cost you a liver. You nearly cried and it cost you a river. All this ice costs more than a shiver. Yeah, I had to zone out. Give a dog a bone, you ain't got a bone out. Did this off the dome, you should give me dome now. Call on me, you can put your phone down. We can go for a walk. In our minds, we ain't even gotta walk. I'm on your side, I ain't never gonna walk. I ain't never gonna not fight, rebel with a cause. Yeah, I fell in love with the way. Nothing could get in the way of me loving my babe. Now that these barriers up in my face. Why you so low, don't you fuck up the bass? Yeah. Zone out, I'm down for you when it goes down. Play dead, you ain't gotta hold out. You just gotta let go, you can let go now. Hey. Slow down your heartbeat. Slow down your heartbeat. Close your eyes and don't speak. Don't speak, no. Lay with my body. Play dead with me. Slow down your heartbeat. Slow down. Close your eyes and don't speak. Lay with my body. Play dead with me. No need to rush. Итак, друзья, Infiniti FX35. В общем, выпустили эту модель для американского рынка, как вы все знаете. Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, короче, ну это все понятно. Должны ворваться в американский рынок после там какого-то... Ну, вообще в Infiniti в старых годах очень мало машин, которых вы вообще можете запомнить. Там какие-то QX4, как Tirana, Regulus, там, ну и прочая такая дичь. А вот здесь вот именно машина, которая, ну, довольно-таки осталась в некоторых подсознании, потом ее начали выпускать, рестайлить там и так далее, и так далее. То есть даже выпускались сколько поколений, там, три поколения. То есть в 2003 году вышло вот это вот кроссовер, получается так. Но с интересным дизайном тем, что он более заспортивленный, что ли. Ну, как бы очень агрессивно выглядит, раздутый кузов, весь такой, типа, взбитый парень, типа, ну давай, садись в меня, да. То есть я думаю, это реальный конкурент BMW X5. Они посмотрели на BMW X5 и подумали, почему бы нам не сделать такую же вещь? Давайте сделаем. И вот они сделали что-то похожее, но очень для кроссовера низковато, мне кажется, для такого объема машины низковата крыша, то есть намекает на его спортивность. Ну, о спортивности мы поговорим позже. Давайте о внешнем виде поговорим. То есть 18-е колеса в стоке, 20-е бывают в стоке также колеса, то есть это в максимальных комплектациях. Весь очень такой взбитый, мускулистый парень с узкими фарами, что спереди, что сзади. То есть очень так, все очень симметрично выглядит. Двойной выхлоп в стоке. Звучит мы тоже поговорим, наверное, потом. Давайте посмотрим самое интересное, это, наверное, его двигатель. Очень надежная вещь, давайте к нему перейдем. Сегодня я смогу даже хорошо открыть капот с первого раза. У меня получится, у меня все получится. Вот. VQ35DE. Простой цепной мотор V6, 3,5 литра, 280 лошадей, где-то 282, пишу по-разному. То есть выпускался он и для Европы потом выпускался и для России. Ну и, соответственно, вот этот экземпляр исключительно американский рынок. 3,5 простой цепной мотор. По проблемам, ну, в принципе, мотор очень беспроблемный на самом деле. VQ-серия запомнилась нам по машинам, там, Глория, Цедрики. На еще на многих машинах она ставилась. Тут такая же история, только тут 3,5-литровый атмосферник, то есть без всяких надувов, цепной. По проблемам, ну, кто-то говорит, что жор масла. Ну, жор масла — это вещь такая, как бы, спорная, потому что машина не новая. Вы покупаете, машину, которая стоит 400 тысяч, 500 тысяч, и говорите, что она жрет масло. Кто-то покупает 1800 и говорит, все отлично, работает без всяких проблем. По проблемам также это родные катализаторы, с нашим бензинчиком они не очень любят, да, как бы со временем разваливаться, начинает машина плохо ехать и тому подобное. Их просто вырезают, короче, прошивается все. Лямбду можно тоже убрать. Лямбда тоже, кстати, проблемная вещь. Ну, это, в принципе, все решается, то есть, ну, не за сильно большие деньги. А так, в принципе, мотор очень даже беспроблемный. Итак, ребят, в салоне. Ну, водитель сидит, в принципе,
ну, как король, да, в принципе, сидишь высоко, такая кроссоверная посадка у тебя здесь, ты сидишь по-капитански, капот, ну, такой формистый, весь такой большой, все очень неплохо. По оснащению, салончик светлый, конечно, у нас не максимальная комплектация бывает такая, знаете, коричнево-рыжая такая кожа с рыжим ковром, ну, это максималка. Здесь у нас комплектация, ну, не бомж, конечно, но довольно-таки неплохая. У нас есть регулируемый люк, ну, от отечник это все понятно. Кстати, вот интересная вещь я заметил, да, вот эта регулировка электросидения, то есть на всех японских машинах, вы замечаете, она стоит как бы сбоку сидения, да, регулируете, а здесь как бы они тоже тут есть кнопки, но они вот здесь тоже вы можете спокойно регулировать, то есть пассажиры и, соответственно, себя. Это что такое? Как это открыть? Окей. Подогрева сидений, и вот это очень выглядит дорого, когда у вас автомобиль с стрелочными часами. Это ниссановская тема, на самом деле, даже на старых Лаурелях такие вещи были, это придает лоска, типа вот, а-ля Rolls-Royce, короче, вы сидите в дорогом салоне. И самая интересная здесь вещь, вот, которую сразу вы заметите, думаю, почему тут такой большой зазор вот в этой приборной панели, торпеде, да? То есть тут руль регулируется вместе с приборной панелью, чтобы вам было удобно на нее смотреть в любом положении. То есть вы отрегулировали и руль, и приборную панель. Это очень интересное решение, на самом деле, потому что, ну, такого вы не найдете во многих машинах, наверное, вообще, мне кажется, вы нигде не найдете такую вещь. Ну и тут, конечно же, все там настройки автомата, основу режима, и VDC, это который антизанос, короче, в принципе, все такие простые вещи, которые привычны для такого класса автомобилей, я думаю. Назад? Пошли назад. Двери, кстати, тяжелые. Сзади, ну вот кто-то говорит, кто-то жалуется, что сзади мало места. Я лично сижу сам за собой почти, да, ну, то есть вообще без каких-либо проблем сел, устроился, обдувы печки, у каждого свое освещение, подушечка безопасности на каждого, ну, как бы никаких излишеств, такого ничего нет. Регулируется, по-моему, это сиденье чуть по наклону, подлокотничек, в подлокотничке у нас что? Ничего, просто подлокотник, как бы сел и погнал. Очень так все по-спортивному, по-взбитому. Ну и прикуриватель еще сзади. Тоже немаловажная вещь в наше время, да, как бы. У всех же гаджеты все такие у нас, ребята, вот так вот, да, ездят. Шутка. Багажник будем смотреть? Давай посмотрим. Ну и багажник тоже без электроприводов. Вот это подстава, Василий. Это подстава. Короче, вот багажник. Ну, тот тоже говорит, что багажник маловат. Ну, в принципе, сумочки из супермаркета вы сможете сложить. Единственное, да, вот низковата крыша, то есть, ну, не прям огромный багажник, сиденье слаживается вот таким способом, то есть ручку дернули, сиденье положилось, как бы салон сложили, не надо никуда бегать. И вот крышка, видите, вот я упираюсь головой в нее, то есть низковато, то есть не очень, так сказать, удобненько. Ну, машина намекает на ее спортивность. В спортивной машине же не все удобно, все же должно быть тесно, сбито. Вот. Забыл сказать еще, конечно, по подвеску, да, то есть сзади тут простая многорычажка. То есть я так думаю, что это, наверное, скорее всего, многорычажка от 35-го Sky, возможно, Infiniti там. Как она называется-то? В Инфейсе, которая была, помнишь, Infiniti? Как она называлась? Я забыл. Короче, вот это вот Infiniti. Тоже Sky, короче, 35, только купе. Ну, а спереди Макферсон, короче, тоже простой. Ну и по проблемам подвески, если говорить о проблемах подвески, в принципе, все ходит свои сроки, да. Спереди шарово вместе с рычагом. И самая главная проблема – это тормоза. То есть, вот, посмотря, вот иди поближе, вот просто подойди поближе и посмотри. То есть, вы видите двухтонный автомобиль вот с таким маленьким тормозным суппортом. Это что, он говорит, что вы не можете нормально остановиться. То есть, это все горят от этих тормозов просто, ну, говорят, ну что, как можно было поставить такие тормоза назад? Типа, до такой большой машины. Но поставили, что делать? Ну, можно поставить тюнинг-комплект какой-нибудь, можно запихать от чего-нибудь тормоза. В принципе, это все решается, если вам машина действительно нравится. Так что давайте, ребят, навалим. Все-таки машина должна ехать на все деньги. Погнали. Y'all know what it is. Lamborghini high, Lambo by the crib. This is how it is. Yeah, these niggas fake. No, we can't relate. Lamborghini high, Lambo by the crib. This is how it is. Ну что, ребят, мы сели в машину. И что первым делом бросается у нас в глаза? Естественно, его нестандартный капот. То есть вы садитесь, привыкли видеть перед собой квадратный капот, который вы все видите на своих автомобилях.
А так, в принципе, сидишь, ну, взбито, реально. Такие, кстати говоря, подушки сиденья такие, знаете, взбитые. То есть ты не болтаешься по салону. Подвеску мы, конечно, посмотрим попозже, чуть какая она взбитая и так далее. Но все пишут, что... Что такое? Что она очень взбитая подвеска. Но мы это еще посмотрим, то есть на ходу. Сразу бросается в глаза тоже и на слух, это его выхлоп. То есть он такой громковатый, говорит за себя, то есть у него, он показывает то, что у тебя есть мощность под капотом, все-таки 280 лошадей, это так-то неплохо. Ну, для 2 тонны вы скажете, что это маловато, этого достаточно, ребят, реально. Для такого класса автомобиля этого достаточно. В этом Infiniti, именно в этом FX, есть одна фишка, которую я скажу вам попозже. Почему? Потому что, ну, это фишка, короче. Почему? Вот все вот привыкли видеть FX таким, какой он есть. То есть FX да FX, да? В принципе, ничего особенного. Но здесь есть одна вещь, от которой вы, ну, может, кто-то будет в шоке, может, кто-то будет знать об этом. В общем. Ох. Короче, по паспорту у нас гоняет 7,1 секунда до сотни. Мы это сегодня попробуем проверить. Конечно, звучит выхлоп реально достойно. По эргономике, да? Шумка, кстати говоря, вот для японского автомобиля, то есть это как Lexus для Toyota, тут такая же история тут для Infiniti, да, то есть тут шумка очень хорошая, реально. Действительно сидишь в таком, как бы, вакууме как будто находишься. Если закрыть все окна, ты слышишь только свой выхлоп, и это как бы дает тебе живности. То есть ты сидишь как в живом автомобиле. То есть ты реально его чувствуешь и так далее. Ну, а вот по обзорности, по всякой этой прочей лабуде, это все, конечно, очень непривычно, потому что все очень круглое. Я вот, например, смотрю в зеркало, ну и вообще все такое округлое, типа ты такой весь злой, накачанный парень, как будто. Вот ты должен, короче, такой сидеть, стереотип слаживается, такой сесть накачанный тип, здоровый, такой, знаешь, типа, погнали, типа такого. Ну вот, сразу почему-то такое ощущение. То есть машина говорит за водителя. Типа тут сидит здоровый дядя, такой накачанный именно, не вот просто пузатый дядя такой, как вот в Лексусе, например. Да, как в Лексусе такой, знаешь, пузатый сидит. А тут именно такой взбитый такой мужичок сидит просто, и все. Типа говорит, все, ребята, погнали, сейчас поедем, короче. И непривычно, вот, в зеркало смотрю и вижу вот это заднее стекло, оно такое маленькое, просто, ну, просто жесть. Просто это очень-очень-очень-очень непривычно. Сейчас, например, как эта вся вещь едет, мы выйдем сейчас на дорогу, где более-менее меньше машин, и попробуем проверить, как он валит. Проверить его реально 7,1 секунду до сотни. Еще, кстати говоря, вот насчет приборки. Приборка тут в милях, то есть это американец. Приборка в милях и километраж, километрная стрелка, это, да, то есть показания в километрах в час, она маленькая. Ну, как бы надо привыкнуть к этому, что ты едешь не 20 км в час, а ты уже едешь как бы почти 40. Ну, к этому надо тоже привыкнуть, к нашим, особенно радарам. Ну, звук. Ох. Подрыв реально хороший. А вот тормоза, как и говорят все, очень-очень вялые. Вот прям действительно вялые. Нажимаешь, прямо давишь в него, давишь, а он все не тормозит. То есть эта туша здоровая не хочет останавливаться. Это так-то страшно. Еще вот эта вещь, кстати, зеркало с компасом, оказывается. Думаю, что показывает, что я еду на юго-запад. Рвем на юго-запад, ребят. В общем, выехали на хорошую дорогу, пробуем навалить. Уф. Да, эта штука может разгонять за 7 секунд до сотни. Я сейчас только что нажал вот просто с 40 до 90 я набрал, в принципе, за считанные секундочки. Ну, попробуем разгон, наверное, снять потом, попробовать. Если сможешь, да, с этого, да, попробовать потом можно. Ну, подвеска, да, действительно жестковата, потому что, ну, машина взбитая. То есть у него, типа, подспортивная подвеска, такой спортсмен. Но в кроссоверном, типа, виде, короче. Вот так громко играет музыка у человека, мешает нам. В общем, ребят, про фишку. Вы все привыкли видеть, например, кроссовер, он идет как бы полноприводный, с муфтой подключения задних колес, да, ну или передних. То есть на BMW X5 вы смотрите на BMW, вы понимаете, что эта машина заднеприводная. То есть заднеприводная. Сделав они X5, они, получается, сделали на основе заднеприводного седана, сделали кроссовер. То есть у него распределение крутящего момента зад там 60, по-моему, 60, почти 70% зад и 30%, короче, 35% перед. Здесь же ниссановские инженеры, как я уже говорил, какие они обезбашенные ребята тем, что они просто делают такую несуразную дичь. Здесь вы получаете, ребят, заднеприводный кроссовер. Заднеприводный, ребят. Просто, смотря на эту машину, все знают, что она полноприводная. Нет,
мы Nissan, мы сделаем дичь, мы сделаем заднеприводный кроссовер. Почему нет? Действительно, почему нет, да? Я тоже так думаю. То есть это реальный конкурент BMW X5, но у BMW X5 есть подключаемый передний привод, а здесь его нет, ребят. Это очень странно. То есть настолько быть бешеными инженерами надо постараться, ребят, реально. Потому что другого объяснения я не вижу этим вещам, в принципе. Это только Nissan может такие вещи сотворить, по-моему. Они делают такие штуки, что вы просто пухли от того, какие они обезбашенные. Ну, мы, ребят, живем в суровом климате. То есть у нас зимой минус 50, минус 55, минус 45. Ну, короче, это стандартная погода для нашей зимы. И многие, может, зададут вопрос такой, как он ведет себя зимой. В принципе, человек, который владеет автомобилем, он говорит, что он зимой мало ездит, да, то есть особой информации с него не возьмешь. Но он сказал, что если ты выезжаешь на нем, да, подвеска будет жесткая. Она как бы замерзнет, у вас салимблоки, тому прочее, все замерзает, он же еще становится жестче, это естественно, то есть стойки тоже замерзнут. Но в машине довольно-таки тепло, то есть подогрева сидений включил, тебе греет, то есть все сиденье, лобовое стекло не вешал, то есть обдув на окно и на ноги, и в принципе этого достаточно для, ну, таких поездочек по городу, в принципе. То есть ты выехал, проехался, в принципе никаких у тебя дискомфортов не вызвало. Единственное, что вызвало у тебя дискомфорт, это расход топлива. То есть автомобиль, вот, хоть он и заднеприводный, как я уже повторюсь, расходует вот в городе сейчас 17 литров, ну, грубо говоря, да, то есть зимой он будет есть 25, а то и 30 литров, даже задним приводом. То есть полноприводные версии будут есть еще больше. Ну, то есть это выбирать уже вам. Стоимость обслуживания, в принципе, все не очень дорого стоит. Все, в принципе, решаемо. Запчасти, расходники, в принципе, ну, стоят как на обычный Nissan. Ну, как бы, грубо говоря, много подходит от тех же Sky'ов 35-х, там, от некоторых Nissan'ов, даже японского. То есть, в принципе, с запчастями проблем нет. Все, в принципе, решаемо. Стоимость владения, то есть, ну, тут единственное, все жалуются на большой налог, типа, ну, транспортный налог, как бы все в России, мы же платим за какой-то непонятный налог, вот за вот эти вот такие вот дороги, да. В России у них там что-то 40 тысяч, 42 тысячи налог. У нас как бы в Якутии, короче, сниженные какие-то льготы же там, и у нас, короче, не сильно большой налог, так что, в принципе, ну, это я не считаю, что это большая прямо стоимость владения. То есть, в принципе, стоимость владения, как обычным, ну, тем же самым кроссовером. Даже вот некоторые вещи, например, та же лямбда стоит тут дешевле, чем тот же самый свежий филдер. Вот, грубо говоря, так. То есть, оригинальный ниссановская лямбда, да, там одна стоит пятерку, 6 тысяч, грубо говоря. А на того же Toyota Fielder, Axia, вот эти все, может идти за 8, за 9 тысяч, за 10 и так далее. То есть, тут все, в принципе, стоимость владения не сильно такая уж и дорогая. Теперь поговорим о самой стоимости. То есть, если вы хотите купить такой автомобиль, вы должны располагать суммой, ну, в принципе, 1700-750, чтобы реально взять живой экземпляр. Потому что, ну, вот реально смотришь объявление и понимаешь, какие там дрова. Ну, вот серьезно. Есть люди, которые продают за 450, можно найти такую машину, да, но вы просто потом запаритесь, бухивать в нее большие деньги. Ну, не то, что большие, но вы просто запаритесь в нее влажить постоянно. Она будет постоянно просить вложения денег. То есть взять живой экземпляр, в принципе, за 700, ну, 650 тысяч вполне реально. Вот, действительно, можно взять и, в принципе, ездить, как бы, меняя расходники там и прочую дичь. Ну, валим. Ох. Все, сотни уже ебут. Ох, ну тормоза действительно вялые. Прямо педаль слишком мягкая. В общем, ну, валит. Вот действительно она едет на свои 3,5 литра, свои 280 лошадей вполне достойно. То есть 2 тонны веса этот двигатель очень хорошо тянет. Это вот я могу 100% сказать, потому что, ну, действительно, вам динамики, ну, вполне достаточно. То есть она валит на свои 7, там, ну, пускай 7,5-8 секунд будет валить. Этого достаточно для такого класса автомобиля. То есть все удобно. Ты сидишь в машине, пусть она и 2003 года, допустим, да, 2004 года, но выглядит она довольно-таки свежей, да? Вот сидишь в машине, чувствуешь, как будто машина свеженькая. Ну, не там, не как бы начало того еще, 2000-х годов, да, как будто, ну, в году 10-м, 8-м, может быть. То есть, ну, в принципе, все работает, все, ничего не затерто, то есть все очень живое. То есть найти реально живой экземпляр можно, если хорошо поискать.
Да, заднеприводная вещь, как бы, это спорно. Кто-то скажет, зачем брать кроссовер с задним приводом. Ну, в принципе, да, вот если вы так рассуждаете, ребят, то, по сути, все вот кроссоверы, даже вот эти крузаки 200 и прочее, все эти автомобили, они ездят в основном по городу, просто. Ну, то есть, едут по городу и все. Как бы никуда не выезжают. Это очень редкий случай. Ну, здесь такая же история. Зачем вам лишние привода, лишний кардан, лишние прочая вещь, короче, ненужная, которой вы, по сути, вообще не пользуетесь. Лишние еще к тому же еще добавьте расход топлива. Как бы, ну, я не думаю, что это вам прям в радость. Как бы заднеприводный автомобиль, в принципе, себе довольно достаточно надежный и удобный. В городе он высокий, вы ничего не будете шоркать, там все очень удобно и комфортно. То есть ездите и в ус не дуете. В общем, на этом, я думаю, стоит закончить и подвести итог. Не переключайтесь. Итак, друзья, что скажем в итоге? Автомобиль, безусловно, выделяется из потока своим видом, своей внешностью, своим выхлопом, своей спортивностью, короче, всем он выделяется. И можете брать его смело, не боясь за какие-то его там недостатки. Много мифов ходило за эти машины, что они ненадежные и прочая дичь. Так что, ребят, берите, не пожалеете, будете получать удовольствие за рулем постоянно. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все. Всем пока. Pick me up a gadget. I love to hit it, but she always soaking up the mattress. Yeah, I'm a one-night savage. T-Nights used to be bagging up the dandruff. Make it disappear, so I call him Uncle Magic. Pitch on a jet, swear that's my only tactic. Want a jiggy nigga, so I poke her like a cactus.